Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе «Откровенный разговор» в Общественной палате выслушали министра внутренних дел. Статистика ДТП в различных странах. Видеомост со странами СНГ. Эпохи Железного века. Археологические находки в поселке Джантух. Вопросы безопасности граждан Абхазии и гостей республики, криминогенная обстановка в стране и проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники МВД в работе, стали темой разговора членов Общественной палаты Абхазии с вице-премьером, министром МВД Асланом Кобахи и руководителями подразделений министерства. Встреча состоялась сегодня в Сухуме. Ирина Аршба расскажет ее подробности. Открывая заседание, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба отметила, что надеется на открытый диалог с руководителями правоохранительного ведомства, так как накопилось немало вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. По мнению членов Общественной палаты, работа Министерства внутренних дел недостаточно эффективна. Их интересовали планы руководства МВД для улучшения ситуации. Нателла Акаба выразила мнение, что в стране необходимо наладить работу участковых, которая раньше имела неплохие результаты. Как отметил заместитель министра внутренних дел Нукзар Хагуш, сегодня участковые в Абхазии занимаются несвойственными им функциями. Это связано с нехваткой кадров на местах. По этой же причине очень слаба профилактическая работа с несовершеннолетними преступниками. Надо на местах, в селах, в наших деревнях создавать эти опорные пункты, которые раньше были непосредственно привязаны к главам администрации. Они там, опорные пункты, существовали. Я могу вот так вот прицепить туда инспекторов по делам несовершеннолетних. Это одна и та же служба, только направления чуть разные. Одни занимаются с нарушителями, несовершеннолетними, да, нарушителями, так будем говорить, а другие занимаются и теми, и другими. Вот когда вот с детства там проморгали один раз, второй раз проморгали, 3 раза проморгали. Вот с этого маленького человечка потом получается большой человек, который начал с маленького какого-то преступления. И когда этого человека можно было просто-напросто остановить, проведя с ним профилактическую беседу. Мы уже впоследствии с возрастом, да, по истечению времени имеем то, что мы имеем. Член Общественной палаты Владимир Аршба спросил о подготовке молодых кадров. В республике есть школа милиции, а также немало молодежи ежегодно поступает в высшие профильные учебные заведения России. Вице-премьер, министр внутренних дел Аслан Кобахи отметил, что молодежь не очень стремится в правоохранительные органы из-за низкой заработной платы. На сегодняшний день штат сотрудников МВД укомплектован на 50%. Министр подчеркнул, что несмотря на нехватку кадров, очень много сотрудников подвергается дисциплинарному наказанию. К примеру, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками МВД Республики Абхазия. Аслан Кобахи также убежден, что все силовые структуры Абхазии должны постепенно перейти на финансирование из госбюджета страны. Нам надо возвращаться к собственному финансированию правоохранительных структур. Россия дает на сегодняшний день ровно столько, сколько она может дать. Но нам не надо забывать, что милиция является подразделением органов местного самоуправления. И ни одного рубля с бюджета местного или республиканского, нашего родного, кровного абхазского рубля мы не даем милиции. Ни для кого не секрет, что в стране очень остро стоит вопрос наркомании. По словам Аслана Кобахи, 90% всех наркотиков попадают в Абхазию из России, и без помощи российских коллег эту проблему не решить. Причем, как отметил министр внутренних дел, в вопросах перевозки наркотиков наркодилеры становятся все изощреннее и технически грамотнее. Здесь большая надежда возлагается на работу информационно-координационного центра. Как сообщил Аслан Кобахи, на днях в Абхазии находился замминистра внутренних дел России Игорь Зубов. На встрече с ним обсуждались организационные и финансовые вопросы, а также кандидатура на должность руководителя центра. К нам приезжал заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Зубов, с которым мы обсуждали вопрос о форме деятельности, дальнейшей деятельности ЕКЦ, который ратифицировал наш парламент. Он вступает в следующую фазу, там согласована кандидатура. Вот, в ближайшие дни он будет назначен. Вот. И второе соглашение, которое вытекает из соглашения о стратегическом партнерстве, второе наше соглашение о материально-техническом обеспечении органов внутренних дел Республики Абхазия.
Членов Общественной палаты также интересовало, как решается вопрос строительства новой тюрьмы. По словам Аслана Кубахи, это очень дорогостоящий проект, и сейчас руководство страны пытается найти оптимальное решение этой проблемы. Сейчас подход к этому вопросу немножко по-другому. Что нам не нужна тюрьма на 2000 человек, нам нужна тюрьма на 500 человек. Если мы качественно будем работать, понимаете, и реально 500 человек вполне достаточно с тем населением, что у нас есть. Вот этот вопрос обсуждается, поручение есть президента Путина, правительства Российской Федерации, наши коллеги. Это не вопросы Министерства внутренних дел. Касаясь событий, имевших место недавно возле здания МВД, Аслан Кубахи отметил. У нас были задержаны люди, авторитеты воровского мира. Серьезные конфликты между ними начали происходить, как бы кто бы они там какой масти не придерживались. Для нас самое главное, чтобы люди друг друга не убили. Мы в плане профилактических мероприятий почти всех задержали, держали 2 суток. Ну, родственники чьи-то пришли, там в резкой форме, там по большому счету сейчас анализируется служба государственной безопасности. Там попытка была перекрытия дороги, но быстро дорога была разблокирована. Сейчас анализируется эта ситуация. Но, да, попытка, это называется попытка, но еще раз говорю, я знаю, я же там находился. Вот, и была разблокирована, и им было разъяснено, идите домой, это не в конце концов. И никто там на территории МВД никто не заходил. Я вместе с председателем службы государственной безопасности мы вышли, люди ушли домой. Вице-премьер, министр внутренних дел Аслан Кубахи в завершении встречи подчеркнул, что надеется на помощь Общественного совета, который предлагается создать в ближайшее время. Особенно в плане своевременного и полного информирования населения и общества в целом о работе правоохранительных структур. Видеомост Сухум-Минск, Астана, Бишкек, Ереван был организован сегодня в пресс-центре «Спутник Абхазия». Разговор шел о статистике дорожно-транспортных происшествий в странах СНГ и мерах противодействия сложившейся ситуации на дорогах. Общественность Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, так же как и Абхазии, обеспокоена ситуацией с ДТП, который происходит буквально каждый день. В каких-то странах их больше, где-то уже наметилась положительная тенденция. Видеомост Бишкек-Минск, Ереван, Астана, Сухум был посвящен статистике ДТП в некоторых странах СНГ. Главный вопрос – как остановить смерть на дорогах. Из представленных стран на дорогах Беларуси оказалось безопаснее всего. В этом году здесь было зарегистрировано всего 40 дорожно-транспортных происшествий. В Армении, начиная с 2011 года, показатель ДТП в стране медленно, но верно пополз вверх. Однако в текущем году, по сравнению с предыдущим, количество аварий на дорогах уменьшилось. В Кыргызстане статистика неутешительная. По сравнению с прошлым годом зафиксирован рост ДТП на 6,9%, но количество смертей снизилось на 19,2%. При этом число пострадавших увеличилось на 4%. Участники видеомоста отметили, что туристический сезон, дороги загружены, а скорость езды высокая. Зимой количество происшествий также увеличивается, однако они в основном не приводят к серьезным последствиям из-за низкой скорости передвижения транспортных средств. Первый заместитель начальника управления ГАИ МВД Абхазии Батал Агарба отметил резкий рост количества ДТП на дорогах нашей страны за последние 10 лет. Агарба также назвал причины столь неутешительной статистики. Недостаточный уровень функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. Второе – низкая дисциплина участников дорожного движения. Третье – постоянно возрастающая мобильность населения. Четвертое – уменьшение перевозок общественным транспортом, увеличение перевозок личным транспортом. Пятое – нарастающая диспорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью уличной дорожной сети, не рассчитанная на современные транспортные потоки. Участники видеомоста сошлись во мнении, что наиболее действенными мерами по предотвращению ДТП на дорогах, помимо совершенствования и развития системы подготовки водителей транспортных средств, являются также фото- и видеофиксаторы на дорогах. Они позволяют значительно снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий и повысить ответственность участников дорожного движения.
В Подольске в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации найдены списки офицеров и курсантов Сухумского военного пехотного училища. Прошло уже 75 лет с начала обороны Кавказа. В ходе Великой Отечественной войны среди защитников Кавказа были офицеры и курсанты Сухумского военного пехотного училища, многие из которых погибли, многие считались пропавшими без вести. Теперь имена героев станут известны. Подробности в репортаже Алики Трапш. В обороне Кавказа принимали участие 2 сводных отряда Сухумского пехотного училища. В их составе было 35 офицеров и 640 курсантов. Все они храбро сражались. Многие из них погибли, многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Изучением и сбором архивных материалов о Сухумском военном пехотном училище занимается предприниматель из Москвы Геннадий Ларин. 2 года назад он приехал в Абхазию отдыхать. Здесь друзья подарили ему книгу кандидата исторических наук Валико Пачулия «Абхазия в Великой Отечественной войне». Прочитав ее, Геннадий заинтересовался судьбой курсантов Сухумского военного пехотного училища. Для сбора материалов он отправился в Подольск, в Центральный архив Министерства обороны России. Когда в августе месяце 1942 года немцы подошли к перевалам, был сформирован подвижной отряд номер 1, который вошел в состав 815-го стрелкового полка по обороне Клухорского перевала. Туда вошло 16 офицеров и 261 курсант данного училища. А второй отряд, подвижной отряд номер 2, в который вошло 19 офицеров училища и 379 курсантов, они действовали на Санчарском направлении, непосредственно перевал Доу и северное село Псху и дальше. По офицерам в данной работе представлены все их биографические данные, и на многих офицеров найдены фотографии, которые были отсканированы и вошли тоже в состав данной работы. И, естественно, пофамильно подвижной отряд номер 1, подвижной отряд номер 2, все курсанты училища. В прошлом году Геннадий Ларин в соавторстве с Александром Поддубным издал брошюру боевого пути 863-го истребительного авиационного полка в 1942 году при обороне Кавказа. В данной работе практически полностью цитируется текст журнала боевых действий этого полка. А в этом году, более глубоко изучив архивные материалы, Геннадий Ларин написал статью об участии Сухумского военного пехотного училища в обороне Кавказа в 1942-1943 годах. В частности, на Клухорском и Санчарском перевалах главного Кавказского хребта. Здесь же представлена информация об офицерах и курсантах Сухумского военного пехотного училища, принимавших участие в боях на данных направлениях. Вот Алаштраху, вот Цигеркер восточнее. И в октябре 1942 года советскими войсками предпринимались неоднократные попытки овладения данными перевалами. Людей посылали в бой на пулеметы, на минометы повзводно, поротно, как и в ряде других случаев. Теперь эти карты и статья о Сухумском военном пехотном училище будут храниться в Госмузее боевой славы. Кандидат исторических наук Валико Пачулия отметил, что Геннадий Ларин проделал сложную и очень важную работу для пополнения Госархива Абхазии. Он привез очень много материала и передал Абхазскому государственному музею. В этом году отряд наш то же самое он сделал по отношению данного музея боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзенба. Это первичные документы из военного архива. Это очень важны для нас. В найденных списках имена 20 курсантов из Абхазии. Геннадий Ларин уже связался с несколькими родственниками погибших, чтобы передать им информацию об их родных. В будущем он планирует написать монографию про Сухумское военное пехотное училище. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Начальник департамента администрации президента России Инал Ардзенба встретился в Сухуме с молодыми абхазскими дипломатами, экономистами и специалистами в области информационных технологий. На встрече обсуждали социальные проекты, которые предлагает
Молодежь Абхазии не касается проблем наркомании, ситуации на дорогах республики, развития абхазского языка и сохранения памятников историко-культурного наследия. Встреча инициирована благотворительным движением послов доброй воли Абхазии. Ее формат дает возможность активной молодежи республики познакомиться друг с другом и вместе решать наболевшие проблемы, сказал один из послов доброй воли Абхазии, заместитель министра иностранных дел Кан Таня. Уже были озвучены некоторые идеи, которые послам доброй воли Абхазии понравились, и мы постараемся с поддержкой нашего земляка Инала Ардзумба постараемся их реализовывать в ближайшем будущем. Я могу даже назвать уже несколько направлений. Это направление в области развития и поддержки государственного абхазского языка. Это борьба с наркоманией путем социальных каких-то программ. Это борьба, даже не борьба, а скорее всего пропаганда безопасного дорожного движения. И еще одна интересная идея, которая была озвучена, это воспитание культуры, бережного отношения к историко-культурному наследию в Абхазии. Во время археологических раскопок в поселке Джантух Тхорчалского района археологи обнаружили ряд предметов быта, женские украшения, относящиеся к эпохе Железного века. Все они будут переданы Государственному музею республики. Джантухский могильник впервые был обнаружен археологами в 2005 году. Могильник относится к периоду Бронзового века. Каждое лето в течение 12 лет абхазские археологи совместно с российскими коллегами ведут здесь раскопки. За этот период было найдено множество предметов, представляющих историческую ценность. Как говорят специалисты, ценность джантухского могильника в том, что он один из древнейших могильников, найденных на Кавказе. Могильник на горе Джантух является одним из эталонных памятников, вот таких вот самых ярких, вот, имеющих значение символов, вот, с которыми можно сравнивать чего-то, для всего Кавказа этого времени. Таких могильников на Кавказе всего можно по пальцам двух рук пересчитать. Нынешние раскопки на Джантухском могильнике идут уже около месяца. За это время здесь найдено множество погребально-поминальных предметов. К примеру, этот колокольчик и нижняя часть копья, относящиеся к периоду раннего Железного века. Древние люди верили, что при погребении человека, если на копье повесить колокольчик, то его звон отгонит злых духов. Также при раскопках археологи обнаружили оселок, чтобы точить ножи, и множество керамических осколков. Специалисты предполагают, что это останки производственного комплекса, печи, где ковали железом. Все найденные предметы относятся к X-IX векам до нашей эры. Мы здесь видим наличие вторичного обряда погребения. То есть, напомню, что когда покойников сначала вешали на деревья, потом то, что оставалось, эти кости помещались в яму, где горел огонь в нашем случае. Вот, и этот обряд сохранился на территории Абхазии вплоть до позднего Средневековья. Также при раскопках было обнаружено множество костей. Сейчас антропологи занимаются их изучением. Специалисты опровергли информацию о том, что в нынешнем году на Джантухском могильнике найдены золотые монеты. За все время раскопок только 5 лет назад была найдена одна золотая монета с изображением Александра Македонского. Предметы, найденные в этом году на Джантухском могильнике, отправят в Москву для изучения, а затем они будут переданы Государственному музею Абхазии. Аля Катрапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В целях формирования представления сведений о численности граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а именно граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, которым установлена инвалидность, необходимо срочно в срок до 25 августа обратиться в администрацию района по месту прописки со следующими документами: паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт постоянно проживающего на территории Республики Абхазия и документ, подтверждающий инвалидность, справка МСЭ. За справками обращаться по телефону 965 58 98. 21 августа в Государственном концертном зале Пицунского храма пройдет 4-й ежегодный благотворительный концерт-выставка в поддержку больных детей Абхазии. В концерте примут участие народные и заслуженные артисты Абхазии, лауреаты международных конкурсов. В рамках вечера пройдет выставка продажа продукции от галереи Шазина, компании Абраскил, проекта Colors of Nation, детские работы студии живописи Марии Пилья.
Делегация Республики Абхазия, в которую входит министр иностранных дел Даур Кови, министр экономики Атгур Ардзенба и президент торгово-промышленной палаты Геннадий Гагуля принимают участие в 59-й Дамасской международной ярмарке в Сирийской Арабской Республике. В выставке участвуют 27 стран. Помимо Абхазии, это Россия, Бразилия, Венесуэла, Индия, Китай, Куба, Чехия и другие страны. В абхазском павильоне представлены материалы, рассказывающие о традициях и культуре абхазского народа, о сельскохозяйственной и туристической отраслях, инвестиционном потенциале страны. Изделия отечественных производителей вызывают огромный интерес у всех посетителей, особенно винная продукция. Международная выставка продлится до 22 августа. Государственный ансамбль народного танца Республики Абхазия-Кавказ имени Кандида Тарба на днях выезжает на гастроли. Целый месяц артисты будут выступать в различных городах России. В эти дни коллектив усиленно готовится к предстоящим гастролям. Репортаж Аманды Пония. Ансамбль танца «Кавказ» собирается в долгую поездку. В течение месяца прославленный коллектив посетит несколько городов Российской Федерации. Первый концерт пройдет в Волгодонске. Представлены будут в основном известные композиции. Подобные гастроли, как отмечает руководитель ансамбля Арвилот Тарба, организовываются каждые 2 года. Это благодаря Джумбер Леонидовичу Ткебучава, который родился, вырос в Абхазии, который работает в этом отрасли Росэнергоатом. И он вот так вот каждые 2 года вот такой круиз нам делает. Мы очень благодарны ему, дай Бог ему здоровья. Это все, вот если один город, один атомная станция узнает, что мы приезжаем туда, уже другая атомная станция тоже просит к нам тоже, чтобы приехали. Вот так они знают нас, видели неоднократно, и сами они просят. «Кавказ» будет давать концерты в различных городах России, в каждом из которых коллектив будет находиться по 3 дня. Всего ансамбль планирует 13 выступлений в 10 городах. Среди них Нововоронеж, Санкт-Петербург, Москва, Мурманск и другие. Из 52 участников на гастроли поедут 46 артистов. Непомянутые абхазские старые, где-то 3 листа пришлось ксероксы снимать, где-то 2 листа на другом, где-то на российском 1 лист. Они не поняли, эти что за паспорта, что. Ну, потом вот выяснили, и они согласились, но которые нельзя было пропустить, их оставили. И едем 46 человек. И что я хочу сказать? Вот эти документами, есть паспорта за 1 день, которые загранпаспорта сделали мы участникам. Навстречу пошли, которые не имели вообще паспорта. За 1 день они номера нам дали, а потом спокойно выписывали, паспорта выдали. На этом вот очень сильно подействовали и помогли наше Министерство культуры. Артисты знаменитого ансамбля с нетерпением ждут начала гастролей. Они признаются, что готовились к этому долго и тщательно. У нас гастроли всегда проходят хорошо. Я думаю, эти гастроли тоже пройдут отлично, потому что мы уезжаем сейчас надолго. Мы раньше могли уезжать на неделю, на 2, а сейчас мы уезжаем практически на месяц. Поэтому мы ожидаем, что все будет хорошо. Сначала не так легко влиться в коллектив, а потом они принимают тебя и становятся твоей второй семьей. Поэтому у нас очень хорошо и тепло в коллективе, отлично. Наш коллектив очень дружный, так как я тут не очень долго, я привыкла к нему очень быстро, и я могу сказать, что мы очень дружные, как один за всех и все за одного. Ожидаю море эмоций, что у нас будут встречать очень хорошо, и то, что публика в зале будет хорошая, и то, что нам будут аплодировать. Для ансамбля это не единственные гастроли в этом году. «Кавказ» собирается в Крым, где представит Абхазию на международном фестивале «Звезда Крыма». Затем, после небольшого перерыва, планируется поездка в Курск. Аманда Пони, Алена Адлиева, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем 31-33 градуса. Температура морской воды 29 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.